Да, через 4 дня успех. Ну що, це? Короче, разрядился мой телефон. Там ходил, снимал. Но у меня вот такой кирпичик есть. Называется Powerbank. Привет, Василий, привет. Смотрите, сегодня воскресенье. Вечер. Сейчас сколько времени? Сейчас часы посмотрим. 8 часов 7 минут вечера. Ялта. Люди ходят, бродят. Ну, тут особо ходить-то в Ялте негде, поэтому вот тут все и ходят. Где тут галит? Где тут ходить? Ну, как говорится, дышу коктейлем полезным фитонцидов плюс морской. Сейчас вечер, ветра нету, поэтому просто замечательно посидеть. Вот здесь вот на лавочке. Смотрите, люди ходят. Музыкантов что-то я не вижу здесь. Там где-то на саксе кто-то дудит. Один вот тут напротив маяк. Сейчас его увеличить. Удобно. Вот он. Там маяк. Периодически включается. Лампочка у него. Ну, как ориентир. Так у него хлеб же это. Стримы-то донатят. Смотрите, там людей сколько. Так вот, если я буду снимать приближение, тьма тьмущая. Видали, да? Как будто летом. Хотя осень уже. Так, ладненько. Где эта лампочка? Вот она. Фокусируется у меня, да? Люди ходят. Люди бродят. А что делать-то? Вот коктейлем дышу полезным. Говорят, полезный коктейль. Морской. Фитонциды. Ну, давай фокусируйся. О, сфокусировался. Чего не посидеть-то? Где еще так посидишь? Когда, вернее. Вот пока возможность есть, сижу. Водку пить, что ли, пойти? Как я не пью, покурить не курю. Что делать? Только вот сидеть и остается. Скучно живу, да? Не пью, не курю. Только вот эти вот стримы периодически делаю все. Кстати, это тут Вилла София вот напротив. И памятник Чехову и даме с собачкой. Тут люди ходят, бродят, пытаются фоткаться, но плохо. Сейчас темно, слабое освещение, потому что фотографии, наверное, не удадутся. Вот она, звезда какая-то, смотрите, давайте ее приблизим, звезду эту. О, видали, да? Кольца Сатурна можно наблюдать. А может это НЛО? Может это НЛО? Гарри Орловского жалко нет. Он бы сейчас бы разгадал, это НЛО или не НЛО. Видите, да? Что это за объект тут висит? Может это космическая станция какая-то? Что это вообще?
Да, жалко, я не астроном, так бы вам сказал, как уменьшаем. Уменьшаем, уменьшаем. Ну вот куда эти все люди ходят, даже и не знаю. Наверное, в основном все приезжие, я так думаю. Мало кто из местных в воскресенье вечером захочет шарахаться по набережной. И для чего это, непонятно. То есть, если судить, что это отдыхающие, то отдыхающих много, просто дофига. Чувак на самокате едет с лампочкой впереди. А у нас вон она лампочка, маяк. О. Люди только мешают, проходят между мной и маяком, мешаются. Чик. Да, что-то тут ругаться начинают рядом соседи матерными словами. Это не есть хорошо. Ну что теперь сделаешь? Небо над ЮБК как калейдоскоп, все в стразах. А, да. Да. Вот сейчас на эту стразину еще наведу раз. Где она? Так, вот маяк, да? Прикольно так, когда расфокусирован. Вот зебра, смотрите. Зебра ходит. Зебра-мебра. Вот они окучивают отдыхающих на денежку. Вон она идет. Зебра. Видали, да? Хочет навариться. За фотку взять 500 рублей за одну. Так, где, подождите, вот она. У нас маяк, а эту звезду, как мне на звезду направить? Сейчас. Вот она звезда, вот. Навел на звезду. Съездик санаторий Курпаты. Из Ялты маршрутка ходит, прикольная. А, Курпат такой круглый, да? Курпаты совместно с чехами что-то строили, что ли. Там еще, по-моему, администрация президента или что-то написано такое. Ну, мы там проезжали, вот недавно были, когда по царской тропе, этой солнечной тропе ходили. По солнечной тропе ходили, когда видели. Видите, а как мы? Где мы ее там видели? Что-то вроде бы как видели. Ну там проходит, короче, эта солнечная тропа идет от Ливадийского дворца. Ну, бабушка с меха везет. У нее там лампочка спереди. И она идет, и это самое, прямо так по телефону сотовому разговаривает. Да, это совместно с чехами. Ну, я же изучаю, какие отели тут есть, ага, интересные. Мы думали там как бы, ну, вот, надо в сезон только, когда тепло, там находиться. А так вот в несезонье, это вот осенью где? Там, наверное, чеканешься вообще. В этих Курпатах. Никого там нету, людей нету, отдыхающих мало. Что делать? Тут вот хоть люди ходят, какая-то живность есть. Можно на кого-то посмотреть, поглазеть, вот вам показать. А там вообще, наверное, шизанешься, блин. Даже с детишками гуляют, прогуливаются. Довольно много. Школьники, не школьники. Ну, сейчас как бы у нас же онлайн-система обучения. И, соответственно, можно вообще учиться дистанционно. Дистанционно можно учиться. И получается, что вы к месту не привязаны. То есть можете там в Таиланд уехать, там
А мне вот нафиг автовокзал, суета, сует. Ну, ну да, ага, как бы тоже суета, конечно, плохо, но совсем вот когда людев-то нету, как-то депрессивно, я не знаю. Мне вот сильно так не нравится, когда людей нет. Когда люди есть все-таки, как-то не страшно и все это. А там вот заберешься куда-нибудь, в какой-нибудь поселок на берегу моря, там вообще никого нету, и чё? И чё? Ну тут хоть люди есть, не так страшно. Ну, смотрите, сколько людей. Какие-то и развлечения есть. Вот мы тут ходили в кинотеатр. В театр пойдем. Кстати, в театр билеты взял. В Ялтинский театр на... Господи, как спектакль-то называется? Комедия, короче, музыкальная комедия какая-то. Вот на нее билет 700 рублей, 5-й ряд. Цена демократическая. Так что, а ребенку там вот, если 14 лет по пушкинской карте, короче, вообще бесплатно. Государство оплачивает. То есть на халяву ходят. Да, вот так вот. Кинотеатр, театр, тут хоть музей можно посетить здесь. В Ялте какой тут музей, дом-музей Чехова, потом исторический какой-то музей, еще какой-то. Ну тут несколько музеев есть, а так, чтобы совсем с ума не сойти, можно походить. О, видали, да? Жик, 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 жик. Что там, качество-то более-менее, да, я думаю. Все, похоже, ушли. Да, архитектура как диск пилы, в нем двухэтажные номера. А, да, да, да. Ну, мы смотрели, но это если в сезон поехать, когда тепло будет, тогда. А так-то что-то. Я вот лучше тогда вот в Ялту интурист тогда вот съезжу. Там хоть есть у них подогреваемый бассейн. Там вино подают на завтраки, у них вино халявное. Потом там есть баня, сауна. Можно ногами, ноги почистить рыбками. Гуру, как они, гуру, да, или как это называются, рыбки. Ну, короче, там какие-то вечеринки проходят, утренники, мероприятия, куча всяких разных ресторанов. Ну, цены, конечно, там такие конские еще, да, как бы. Ну, по крайней мере, хоть что-то есть. Так, ну что делать-то? 4 смотрят. Ничего себе, 4 человека уже смотрят. Подходят люди. Много народу, да? Воскресенье. Я не думаю, что это местные будут шарахаться вечером. Что, местные, наверное, работают. Им надо завтра, в понедельник, идти на работу. Сейчас надо спать ложиться уже. Время уже 9 час. Так что это все отдыхающие. Так что дофига отдыхающих. Несмотря ни на что. Дофигище. Гуляют, так прохаживаются. Променад. Парни с девками. Так походят, подышат воздухом. Потом секас ночью детишек заделают. Так. Гляди. Лишь бы только не нажрались водки, вина там избыточно, чтобы не упасть от излишеств алкогольных под стол, как говорится, и ничком
Так, немножко выпить можно винца, да? Пивасика можно немножко выпить, а нажраться-то не надо. Нехорошо это. Так, ну что, давайте гуляночку еще сделаем. Так, у меня телефон зарядился. Вот такую штуку с собой таскаю. Powerbank называется. Фирма сейчас мы. Redmi. Ну, это Xiaomi, да? 20 тысяч миллиампер. То есть я его зарядил. Вот как неделю назад, так и пользуюсь. Ну, кирпичик хороший, но он мощный. Мощный, тяжеловат, но зато энергией обеспечен. А без энергии телефон сядет. И все. И все как без рук. А так с таким кирпичиком-то хорошо себя более-менее чувствуешь. Так, Василий, в Лазурном езжу по Алушту ногой до Рабочки 20 минут до самой Алушты. 40 до Напки. До автовокзала примерно час. Многие рады вернуться обратно пешком. Хороший пауэрбанк. Ну да, ага. А я думаю, что взять такую штуку. Так надолго хватает. Тут, кстати, две дырки. Type-C разъем. Поэтому можно одновременно, допустим, еще два телефона. Ой, ты какая бегает, а? Что-то рычит. Можно два устройства каких-то одновременно. Два телефона или там планшет заряжать. Ну что, давайте прогуляемся. Засиделся я. Смотрите, один парень и две девки ходят. Немного ли ему будет двоих-то, а? Слушайте, вот так вот надо вот. Парень и одна девка. Вот так вот нормально. А тут прямо гарем развел какой-то. Двое у него, понимаешь ли. Аж надо всех их кормить, поить. Денег-то сколько на двоих надо. И с одной-то поэтому проще справиться. Ну, хотя, может, он богатый. Кто его знает, да? Девать некуда денег. Может, так и гарем себе завести. Для разнообразия. Так, ну что, давайте я еще немножко погуляю. Благо, хорошая погода сегодня. Ну, сейчас вечером. Волнение есть море, но небольшое. Небольшое волнение. Так, идите мне надо эту штуку сейчас. Ну что, ничего я тут не забыл. Ничего не забыл. Почапали. Почапали, короче. Не торопясь. Пойдем. Постараюсь я как можно меньше трясти телефон, чтобы было меньше дерганий. Надо руку тренированную иметь, качать мышцы на руке, чтобы так вот плавно вести. Вот что там кто-то орет. Ну уже, слушайте, так прохладненько делается. Хочется застегнуть куртку. Вот это здание прикольное. Тоже историческое здание. Здесь в каком-то стиле совы, короче, зверюги вот эти вот изображены. Show must go on. Эти самокаты тут в аренду можно взять и довольно быстро проехать всю набережную. Пальмы.
Так, хороший повербанк. Да, я сообщил Тилумшире. Он опять телефон давал, пусть звонит. Сам не может контактиться. Вот вы и погуляли. Ну, церквушка. Что-то... Ой, слушайте, бабушка опять сидит под ней. Она каждый вечер сидит. Ё-моё, уже сколько лет, да? Одна и та же бабушка все. Кто-то там сзади едет. Ё-моё, вот это все-таки какое надо терпение иметь, а? Видали, да? Вон она под этой часовней сидит. Уже сколько лет она здесь сидит. Все на одном месте. Вот тут вот турецкий магазинчик. Называется Ялта Истамбул. Тут, кстати, дают кофе. Подарок на песочке. Какие прикольные у них чашки здесь. Посуда тоже прикольная. Ну так, кому-нибудь на подарок может. Хотя куда ее? Ну, там, короче, сладости разные. Сладости. Ну, не буду показывать вам сладости, раздражать. А вон, кстати, смотрите, вот эта плитка, там песок написан. Вот такую домой надо, слушайте. Чтобы кофе в турке готовить на песочке. Вот такую штуковину поставил, турку, и в ней кофеек варишь. Вон у них, слушайте, это что кофе? Это вот это. Кофемольный аппарат. Ничего себе, он здоровый. Кофе мелит в нем, я так понимаю. Чисто только для помола вот эта штука. Такая вот здоровая махина. Ё-моё. Какие-то чайники здесь прикольные с ручками деревянными. Ну да, симпатично. Да? Подарочек кому-нибудь такое взять, привезти. Вот еще историческое здание. Подсветочка, да, есть небольшая. Ну так я хожу, смотрю, тут, короче, окна совсем не светятся. Вот эти верхние. То есть тут же все жилье сдают. А получается, его никто и не снимает. И вот здесь тоже вот этот дом. В этом же, кстати, доме там где-то Асту снимали, что ли. Вот там вот окна какие-то есть. Фильм Аста, знаете, да? А здесь зонтики вот эти, которые не светятся. Что у нас за домино какое-то? Ну вот так вот, когда возле этого идешь, стены возле здания, то ветра вообще нет. То есть здесь более-менее так ходить. Это что такое? 33 пингвина. Это мороженое. Вон там мороженое. За бешеные деньги. Шарик. А это что? Аптека. Аптека номер 1. Представляете, вот это аптека номер 1 в Ялте. Самая главная аптека номер 1. Куда вышли? Женщина какая-то бедная сжалась вся. У нее без бюстгальтера, без лифчика. И смотрите, она держит вот это вот. Это же балкон здесь, да? Балкон держит.
У нее в руке цепь. Тут какой-то тигр. Лев. А, лев, это лев, точно лев. И с этой стороны это мужик Геракл, да? Точно. Тоже с титьками. Но зато у него лапа льва. Это что, он его замочил, что ли? Интересно. Ну вот видите, раньше лифчики не носили бюстгальтеры. И здесь интересно, смотрите, оформлена вот эта часть вот этой арки проема. Цветы такие. И даже тут мемориальная доска. В этом доме бывшей гостиницы Марино жил Чехов. Ё-моё. Впервые встретились Горький и Сергеев-Ценский. Это у которого особняк в Алуште. Сергеев-Ценский. Писатель. Ну, его, про него мало кто знает. Он писал как бы в советское время какие-то книжки издавал, но его уже забыли. И вот как бы, ну, это достопримечательность Алушты, это Сергеев-Ценский. Поэтому музей там этот есть. Вкусно жить в Ялте. Торт какой офигенный. Кофе вкусно. Добро пожаловать. Вот, у них даже, смотрите, этот бар-меню есть. Десерты. Цены обозначены. Завтраки. Возьми кофе с собой. Апартаменты Марино. Что-то там такое грохочет. Кто это едет? О, смотрите, вот как на этих